Исәнмесез, кадерле дуслар. Приветствуем вас, дорогие друзья! Минем исмем Рамил. А я Алина. Без икебез дә Халыклар дуслыгы орденлы Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле артистлары. Мы артисты Государственного ордена Дружбы народов ансамбля песни и танца Республики Татарстан. В нашем коллективе работают более 100 человек. А вы хотите узнать о них поближе? Тогда смотрите нашу передачу Творческая среда. «Иҗади чәршәмбе». Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем цикл передач «Творческая среда». И сегодня у нас в гостях артист балета Государственного ансамбля песни и танца Республики Татарстан Федоров Александр. Саша, здравствуй. Алина, добрый день. Я рад тебя видеть и рада, что ты наконец-то пришел на нашу передачу. Ну как пришел? Так случилось, что мы с тобой пришли на концерт, а после концерта ты меня поймала и сюда, и я здесь. Ну, это, конечно, верно. Саш, расскажи про свой творческий путь и как ты вообще пришел к профессии. Ой, мой творческий путь, он начинался прям с самого детства. Можно, да, оттуда немножко Конечно. буду брать? Сам я с города Набережной Челны. Как сейчас помню, и в садике, где попало, то в танцы давай сюда, то иди вокал попробуй. Что-то с вокалом у меня не пошло. С танцами, ну, все же в детстве ходят на танцы, да? Куда же отдать мальчика? Да, на танцы, да. Футбол, да зачем? На танцы. Вот, и танцы присутствовали как и в школах, как и в садиках. Но я чуть-чуть от них отошел. Потом ушел немножко в спорт. Чуть-чуть занимался биатлоном, чуть-чуть футболом. И всяко вот по чуть-чуть, ну как, может быть, в поиске себя, может, был. Или пробовал все. И как-то так получилось, что я даже, по-моему, отучился в шести школах. Так получилось. И учитывая, что после 7-го пошел в колледж. Да, у нас такая же система. Да, и что-то так вот то туда, то сюда, то туда. Ну, как-то даже вроде и живу по месту прописки в одном месте, но школа всегда была в разных местах. Зачем это? Для кого это? Я не знаю. Ну, так вот, так свершилось, так получилось. Сам творческий путь, он получился интересным. Если, например, взять вот эту дорогу, которую я сейчас и продолжаю. Я в 7 классе иду встречать маму. С работы. Встретились, все, идем обратно. Обратно решили пешочком прогуляться. Это такой летний день был, июнь, то ли июль. Идем обратно и проходим мимо колледжа, в котором я потом буду учиться в будущем. Проходим мимо, и к нам подходит какая-то женщина. Здрасте, вы там, что, вот этот мальчик у вас, да, вот, держите бумажку, вот, приходите к нам в колледж. Как оказалось, это была Любовь Витальевна. Видимо, они так даже, знаешь, иногда выходили и по пути домой раздавали листовки, что нужен набор в колледж по специальности хореография. Мама эту бумажку берет, а я что, у меня тут мячик футбольный, мне не до этого. Идем. День проходит. Тут мне бумажку дали. Тут, говорит, набираются мальчики, нужны мальчики в колледж искусств. По 7 класса, 8 класс сразу. Танцы? Какие танцы, мам, ты что? Ну давай все-таки попробуй. Я подумаю, давай, думаю, что за идейки такие интересные, да? Опять вот по два, и тут опять куда-то ухожу. Даже школу закончить не успеваю, ни одну, понимаешь? Тут уже колледж. Ладно. И все-таки там неделя проходит. Слушай, иди, попробуй. Просто попробуй. Получится? Получится. Не получится? Не получится. Прихожу в колледж. Спина кривая, поправим. Растяжка есть? Нет? Сделаем. Что ж, приходи завтра.
ты уже предметы пропустил, литературу русский, придешь на другой предмет, а те, ну, пересдашь, ну, с другой группой пойдешь. Отлично. Листочек, вопросы. Вот и учи, тебе до завтра есть время. Домой прихожу, и это что такое? Что за подстава? Вот, ну ладно, давай что-нибудь через один подготовься. Подготовился, пришел. Группа уже все друг друга знают, все знакомы. Ага. Я захожу, всем привет. Привет. Я вот с вами учиться буду. Саша, Ладно. Саша, познакомились. Все, сдал вступительное. И пошло тихонечко. Все по накатанной. По накатанной, и как-то все удачно случилось. И вот если ты спрашиваешь про творческий путь, вот он начался с того, что на улице наш преподаватель, Любовь Витальевна, Царствие Небесное, просто, видимо, шла домой. Она как раз жила в той стороне, откуда мы и шли. Да. И вот так получилось, случайность вроде. И А вот, не случайность. Да, и не случайность. И вот так получилось, что так все произошло. Хорошая история, на самом деле. Никому особо ее не рассказываю. А все же просто приходят, в колледж, вступительные. А я вот просто, знаешь, чуть ли не за руку. Так, мальчик, идем-ка, проверимся. Ну вот так вот получилось. Мне нравится эта история. Буду почаще всем рассказывать. Пускай знает, что я с мячиком шел, вообще маму встречать ходил, а тут раз, Жизнь повернулась. жизнь повернулась, да. Саш, я бы, конечно, с тобой хотела бы поговорить и про твой актерский опыт. Мне интересно узнать, вот все-таки актерское мастерство и хореография – это же жанры искусства. Вот ты их как, разделяешь между собой или одному другому не мешает? Алина, попробую тебе ответить. Я, конечно, не актер, да, но чуть-чуть тоже прошел этот путь. Мне он очень был интересен в свое время. Соответственно, так же, как между кружками, да, в школе, когда учился, у меня была возможность ходить там, где работала мама. Там был театральный кружок. Очень интересный, мощный. Сейчас вспомню, «Коктейл» назывался. Просто, да, «Коктейл». Замечательный педагог. Мы там, я много чему там научился. Элементарно. Ставили сценку общежития. Но как я в 5 классе знаю, что такое общежитие? Мне кто-то рассказал, там, как они там супы варят, что они там, белье вешают. И мне такая задача с кем-то, там человек 8, и мы вот в одной комнатушке должны показать. Кто-то суп варит, кто-то что-то стирает, Процесс суета, кто-то учится. Я общежитие, это что такое? И вот первый раз я допустил ошибку, и до сих пор сейчас эти мелочи пытаюсь, как-то показать на сцене, где-то это проявить. Сейчас вспомню, концерт у нас был, Саида приходила смотреть, мы выносим самовары. Я зачем-то решил, что надо об него обжечься. Ну хорошо, ты молодец, ты обжегся. Я зачем-то еще и... Да. Саида подбегает. Саша, это было замечательно, вот это все. А это просто вот откуда-то вылезло, я об этом не думал, этого не знал. Ну вот и пожалуйста. Как совместить танцы и актерское? Оно вот само вот идет и идет. Вот вернусь. Когда был в школе в 5 классе, я варю суп. Такая вот кастрюля. Я там нарезал, собственно, поперчил. Осталось посолить. Мне потом в конце. Саш, ты когда-нибудь видел, чтоб кастрюлю супа щепоткой соли посолили? Я такой, я не знаю. Берут ложку столовую, закидывают, проверяют на вкус, мешают. Еще надо, еще пол-ложки. Я такой, ничего себе. Это и есть та вещь, о которой мы говорим, про актерское мастерство. Когда надо в любой ситуации и чихнуть, и покашлять, и тут упало, и что-то. Вот эти мелочи, их можно связать со сценой, с хореографией. Я считаю, что это залог успеха. Не каждый может проявить себя на сцене именно в этом жанре. Знаешь, вот кто-то же просто ходит, улыбается. Просто ходит, танцует.
А кому-то не надо даже танцевать. Он просто вышел, Все два понятно. раза бровью что-нибудь подмигнул, плечиком сделал. Браво. Вот как-то найти вот эту линию, составляющую, ну, над этим надо поработать. Вот я говорю, просто посоли-ка суп. Ну, сделай это, и какая-нибудь ошибка у тебя все равно выйдет. В жизни ты так не делаешь, а вот заставь себя сделать небольшую сценку, и ты покажешь все свои вот эти изъяны. У кого-то это получается, не будем отмечать у кого. У кого-то не получается, но каждому свое. Поэтому, думаю, эти два направления, они должны работать вместе. Как синтез. Обязательно. Без этого стопроцентная картинка, ну, никак не выстроится. Поэтому вот, как-то так. А вот что делать тем, кому надо нарабатывать? Вот на что им обратить внимание? Я как будто учитель по актерскому мастерству, да, сейчас? Ну, может быть, у тебя какой-то твой есть Я- опыт. Я не знаю, но опыт был вот в таких мелочах, в каких-то маленьких уроках, когда вот мы делали какие-то сценки. Казалось бы, глупо. Потом это все было на обсуждение. Потом это все дорабатывали. Потом давай еще раз. Ты уже суп посолил, а может еще где-то недочеты. Ну, как и у нас в танцах. Что-то не получилось, еще раз. Что-то не получилось, еще раз. Только это другое направление. Я туда сильно не углубился, но с удовольствием бы поработал, например, в свободное время что-нибудь узнать для себя. Ну, только через интернет, YouTube. Что-то попадается интересное из жизни кино, из жизни тот же самый Сергей Безруков. Он гениально учит своих учеников, сам этих учеников берет и на съемки, и на свои проекты. Вот я в последнее время за этим слежу и считаю, что я развиваюсь, скажем так. Смотрю просто видео. Но это уже хорошо. Да. Вот, кстати, мы заговорили про актеров. У тебя есть какой-то еще твой список любимых? Ну, или кто нравится? Ой. У меня, знаешь, нет такого, чтобы... Какая твоя любимая машина? Да? Или какая твоя любимая группа? Ага. Или что-то. Вот я в музыке меломан. Сегодня эта песня, завтра... Саш, ты что слушаешь? Что такое? Салават? Мне нравится подряд. Вот, и тут как-то тоже... У каждого тоже ведь свой какой-то вот... Берешь образ, и вот он тебе симпатичен. И как-то я об этом не задумывался. Благо ты про книги меня не спрашиваешь. Я тебя уже предупредил заранее, это шутка. Вот, давай оставим Сергея Безрукова. Хороший актер. Номер один. Номер один, да. Мне он очень нравится. Я на него везде подписан. Я за ним слежу. Наблюдаю, смотрю фильмы, сериалы. Это мой талон. Качество в актерской индустрии кино. Саша, Алина. мне вообще нравится, как проходит наша беседа. Прям все так легко, спокойно. Вот теперь такой вопрос. А вот изначально, когда ты учился в колледже, планировал ли ты прийти в Государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан? Что за вопросы с какими-то подвохами, подколками? Так, ну смотри. Нет, не планировал. Я, честно говоря, спроси, какая у меня мечта, да? Я тебе не скажу, ну, какая у меня есть мечта. Там какие-то цели, ну, что-то тоже нету про цели, что-то сказать, потому что вот сегодняшним днем и вперед. А касательно ансамбля, тоже все случайно и очень с интересными историями. Вот давай начнем с того, что когда мы учились в колледже, танцевали в ансамбле «Татарстан». Да.
у нас колоссально много было постановочных номеров, которые мы вывозили на конкурсы. И это не только в Татарстане, в России, и за рубеж, и по миру покатались. И, наверное, можно так сказать, что мы уже потихоньку, когда приезжали сюда, в Казань, мы уже как будто знали, что мы же сюда часто приезжали. Сабантуй, 9 мая, эдакое прочее, все. Это сказать легко. Некоторые даже таких-то праздников ведь не знают, на которых мы работаем. Это да. же просто, знаешь, осталось на день табуретки это отмечать, и все такие, что это? И вот, наверное, мы с этими большими конкурсными номерами, когда выезжали, это же тоже все на сцене. Не один номер вывозили, по 2, по 3, вывозили концертные программы. Ну и, соответственно, мы как-то уже немножечко к этим стенам, к этому городу, к этому воздуху как-то, может, привыкали. И все же, Саша, надо сказать про государственный ансамбль. Ой, как тут не сказать, давайте скажем. 16-го года, уже 16-го года, я могу так говорить уже, да? Да. Что я старый уже, там, много танцую. С 16-го года в этом замечательном коллективе, знаешь, вот каждый сезон по щелчку, потому что в месяц столько концертов интересных, столько поездок. Ну что я рассказываю, ты же все знаешь. Прям сразу же какие-то страны, перелеты, проекты. И все так грандиозно в таком формате. Вот. Могу похвастаться, другие коллективы так не могут. Сидят у себя тихонечко. А мы вот так вот двигаемся, таким большим таким локомотивом двигаемся вперед. Да, конечно, приходят люди, ходят люди, им приходит какая-то замена. Немножко так иногда смотришь старые фотографии. Да, вот у нас вот тоже раньше работало там. А до меня они говорят про других, а это же целое поколение, это же сколько лет, это же, ну, легко сказать. С 1937 года, 1937 года, сколько поколений поменялось, Сколько людей? сколько концертов, сколько сцен, сколько слез, крови. Ну нет, не крови. И замечательно. Вот очередной сезон, очередные выездные концерты. Классно. Вот сегодня мы с тобой потанцевали. Филармония. Замечательной филармонии, да. Тот же концерт завтра. Классно. Люди приходят, полный зал. Что я могу сказать? Все только хорошее, все только впереди, все только начинается. Рад, что я здесь. Как бы я там не попал, как бы я что-то еще, но здесь вместе двигаемся дальше в этом же направлении. Все у нас получается, хотел сказать. Ну что я, получается, и только вперед. Может быть, все-таки у тебя есть какой-то номер или номера, которые нравится исполнять, не знаю. Не обязательно танцевальный, может быть, какая-то хоровая песня или еще что-нибудь. Слушай, ну про хоровые не буду говорить. Сейчас я там пару букв перепутаю и смеяться надо мной будут. Честно, номера хорошие. Все хорошие номера. Вот прям честно говорю, хорошие номера все. Золотой фонд ты имеешь в виду? Наш золотой фонд – это новые программы. Те спектакли, которые мы показывали зрителю год назад, 2, 3, 4, 5. Каждый год это же что-то новое. И каждый год это новое. Я же не могу сказать, ну как мне это не нравится. Я же это танцую. Я же показываю зрителю всю технику, все, что мы говорили про актерское мастерство. Ну, я так думаю, наверное. Вот. А ты говоришь, там, твой любимый номер. Давай скажем так, пускай это будет в сольном исполнении, это «Жених». Да, я как-то... Было время, мы как-то часто его брали. Там же можно и поиграть, и тут же потанцевать, и тут же вот эта вот вся вот эта любовь, харизма в танце, и все это как-то интересный номер. Я остановлюсь на нем. Думаю, это хороший номер. Ну, лично для меня. Один из.
Вот всего, что я сказал, все хорошее, но это хорошее. Ну Что вот мне жених, нравится. а дальше уже получается. Да, все дальше уже остальные. все программы, это уж вот, в общем, скажем так. Все-таки вот я у тебя что еще спрошу, Саша. Так, Какая Алина, есть у тебя мечта? хороший вопрос, на который я должен дать ответ. Давай так, скажем, человек, например, ставит перед собой цель и двигается к цели. Да. Я перед собой не ставлю цель, и чтобы двигаться к ней. Цель, она, конечно, есть, она присутствует, но, конечно, это вот должно быть в душе. Вот эта вот волна, которая тебя аккуратно, незаметно, с каждым шагом, с каждой ступенькой будет тебя туда вести, как говорят, если хочешь к мечте там приблизиться, да, там ляг к ней, там смотри в ее сторону, шагай в ее сторону. Ну это примерно так же. Зацикливаться каждый раз, мечта, мечта, цель, цель. Ну, наверное, есть. Наверное, где-то она есть. Я обязательно спрошу себя еще раз об этом чуть позже, сегодня, завтра. Хорошо. И отвечу тебе на этот вопрос. Ну а так, я думаю, прислушиваться к сердцу, к своему, оно никогда не подведет и не скажет тебе, как не надо, как не должно быть. Любая твоя мечта, она сбудется, как и моя, как и твоя, обязательно, Как и у всех. как и у всех. Поэтому по волнам, по течению, по воздуху, там и счастье, там и цель, там и мечта. Скажем так. Классно. И пожелания нашим зрителям, конечно. Нашим зрителям? Да. Я тебе говорю, а ты им передашь? Или я сразу Ты можешь передаю? сразу на камеру. Дорогие зрители, хочу вам пожелать здоровья. В наше время оно нам очень необходимо. Обязательно приходите на наши концерты. Услышу, кто не выключил звук в зале, после концерта вместе станцуем и сфотографируемся на ваш телефон. А так, желаю счастья, успехов, любви. Ну и все. Спасибо, Саша, за это интервью. Спасибо, Алина. И что пришел к нам. Очень приятно. Да, я тоже очень рада. И до новых встреч! Пока.